Вместо длинного доклада диалог со студентами и преподавателями. Отвечали на вопросы по большей части лекторы. А вот предложение вернуться на машине времени и изменить профессию почти весь зал отверг. Таким интересным и очень увлекательным способом два психолога, Валерия Варда и Анастасия Громова, налаживали контакт, предлагая обсудить важную тему профориентации в Абхазии. Проект для нашей страны девушки разработали самостоятельно, конечно же, опираясь на опыт коллег. Многие страны уже давно переориентировались, и вопрос профориентации у них поставлен на серьезный уровень. У нас же системы научно обоснованных мероприятий, направленных на подготовку молодежи к выбору профессии, с учетом особенностей личности и потребностей в кадрах, пока нет. Валерия Вардая очень хотела помочь молодежи родной страны в профессиональном самоопределении и трудоустройстве. Это первый пробный шаг. Наша основная цель – сделать так, чтобы население, молодое поколение, подрастающее поколение выбирало профессию ответственно и в итоге смогла реализовать себя и получать удовольствие от той деятельности, которой будут заниматься. Я, как абхазка, хотела бы для своей республики тоже, чтобы наша республика двигалась вперед и дети получали качественное образование, с этим проблем никаких, но самое главное, чтобы они это потом применяли. Выбор профессии – тема сложная. Кто-то все детство посещает всевозможные кружки, занимается спортом, изучает языки. Однако при выборе профессии почему-то все эти навыки и любимые занятия забываются, и делается ставка на престиж. В итоге мы имеем сотни экономистов и юристов, которые не смогли трудоустроиться, и их знания так и остались невостребованными. Помимо профориентации, это большая модель, которая, надеюсь, изменит ход обучения. Буду надеяться на то, что мы предлагаем, изменит отношение к обучению, и будущее поколение, и подрастающие ныне поколения будут получать удовольствие. Мы с коллегой, в общем-то, и как скажем на своем докладе, отталкиваемся от того, что считаем, что личность, которая должна быть гармоничной, да, должна получать удовольствие от того, что она делает. И вот мы будем стараться делать так и предлагать, соответственно, такие пути решения, чтобы мы получали от этого удовольствие. Мне кажется, что это самое важное для молодежи, особенно для той молодежи, которая двигает республику вперед. В нашей стране все еще нет закона об образовании, пока есть только концепция его развития. Из-за множества объективных и субъективных причин применить профориентацию при подготовке кадров не получилось. В итоге целевые заказы государства формировались совсем не по мере необходимости. После войны мы в этом плане не дорабатываем, когда фактически решают вопросы профориентации только родители, соседи, друзья, одноклассники. Так нельзя. У человека блестящие способности к естественным наукам, он идет на юридические, экономические, международные отношения. Вот так мы и теряем очень многих, которые могли бы сегодня быть и математиками, и физиками, биологами, химиками и так далее, и так далее. Я считаю, что это очень сегодня важное мероприятие, потому что в России уже наработки в этом плане есть. Вот они самые новейшие расскажут нам. Какие бы навыки ни были, все теряется при неправильном выборе профессии. Так с чего начать и как не ошибиться? Как сделать так, чтобы работа приносила удовольствие, вы реализовались как личность, проявляя свой потенциал? Выбрать профессию, которая станет любимым делом нашей молодежи, поможет профессиональная ориентация, которая направлена на точное выявление способностей и склонностей к различным видам деятельности, пригодности и других личностных факторов, которые могут повлиять на выбор деятельности или на смену ее рода. И что самое главное, профориентацию можно пройти в любом возрасте, по мнению многих специалистов, начиная с дошкольного возраста. Нисфарш Балион Адлиба, Абхазское телевидение.